Самат Куштабекович, у вас есть вопросы к заявителю? Да, есть. Здравствуйте, Олег Павлович. Можно уточнить вопрос? Как партийные советники принимали участие в боевых действиях? Мои боевые действия были в каком случае? Вот я ездил с Баграма в Чарикар, областной центр. На 2 БТРах мы ездили. По пути 5 раз, вот в кино мы видим обстрел колонн. Вот в таких колоннах я был. Руки просто брались за автомат. Я автомат носил, пистолет носил, иногда гранаты носил. Просто вот отражать. А там какой разговор? Там гранатомет раз, и из тебя, из тобой БТР ничего не останется. Это опасность. Потом там при мне взрывались мины, когда мы ходили с делегацией. Начальник области госуправления погиб. Потом начальник, зам командира парашютно-десантного полка в Анове. Значит, пообедали, шифровка на десантирование. Вышел на площадке, только где мы сошли, на минах подорвались 5 человек. Чьи мины, кто поставил их, неизвестно. Приезжал маршал Советского Союза, проводили в Паншере межгосударственное сообщение. Присутствовал Наджибулла, Кадыр, Гулебзой, с которыми я, конечно, по секунде разговаривал. Маршал Советского Союза, заместитель Андропов и так далее, и так далее. Это тайные совещания. Вот. Я на нем присутствовал. На следующий день приезжал командующий округом Туркова. Только мы сели в машину, взрыв. Мина подорвалась над БТРом. Саперы были, все проверили, мины и так далее. И много таких случаев, которые я подвергался большой опасности. Отстреливались мы. Иногда сломается машина или БТР, мы вокруг БТР лежим, отстреливаемся. Вот таких, то, что ходить в бой там или специально. Вообще мы же были советники. Когда прилетели в Кабул, нам посольство приказом нас оформило советниками посольства. Я посольский работник. И в то же время партийный работник. Вот такие дела. Я это все в 5 газетах выступал, рассказывал. Забытые интернационалисты, там, Афганистан, боль души моей. То, что я мог, конечно, это я раньше не мог бы написать, но сейчас смог. И то не все, потому что, как писать против того, что творилось. Ваше есть? Можно Так, еще вопрос есть? Олег Павлович, когда вам направили, да, Афганистан, учебные или военные сборы были или... Я, когда учился в институте, военной кафедры лейтенанта получил. Потом, когда работал здесь, был в Новосибирском военно-политическом училище при подготовке. Потом каждый год мы, Сергей Райкомов, Горкомов, участвовали здесь в совещаниях и так далее, и так далее. Был генерал Губарев, были другие генералы, которые мы все время обсуждали обстановку, и с армией я всегда дружил и так далее, и так далее. А такой, училище тоже это серьезная вещь, и боевые там стрельбы, и так далее, и так далее. А так, чтобы где-то в колонии там взвода или роты я не участвовал, никогда не был. Спасибо, больше вопросов нет. Вопросов нет, да? Так, коллеги, у вас есть вопросы? У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот до определенного времени вы получали льготы, соответственно, вот на основании которых, на основании соглашения, да, и тогда действующего закона, вы получали на уровне военных советников, да? Да. Так? Нет. То есть как, или участников? Значит, вот такая штука. Вот этот военные советники, вот Зубанов, у нас Зубанов, военный советник корпуса был. Он получает льготы в Казахстане.
он же, помните, был таким человеком. Он, почему получил? Там льготы выше. Еще есть полковник Бернелли, мой таласский земляк. У него был помощник, когда тот депутатом был. Все они устроились в Афганистане. У нас в республике ни одного военного советника, ну, так сказать, получающего льготы нету. И никто не обращается, потому что нет вообще. Военный советник, он тоже... У нас никто не получает, да? Никто. Как военный советник? Нет. И советники не хотят они. Нам. Военные советники у нас как-то по отдельной категории идут, да, льготников? Военные советники вообще в законе нет. В законе Просто есть участники боевых действий, да? Да, это придумали в Минтруде. Вот. А Субанов, если лично, ну, мы с ним прекрасно знакомы и так далее, и так далее. И полковник Берналиев, он начальник ГУВД в Министерстве обороны был. Вот. Ну, что сказать. Все они видели меня, знали. И когда я был с маршалом работал, Субанов был советник корпуса афганского. Чатбаев был командиром взвода, генерал-полковник. Хорошо, давайте я по-другому задам вам вопрос. Вы сейчас приравнены вот к третьей категории, да? Как рабочие служащие. Да, как обеспечивающий персонал, скажем так, да? Да, это вообще. Какая разница вот тех льгот, которые вы получали до того, как, скажем, участник, вот, да? И, скажем, льготы, которые получают вот, обслуживающие участники, настоящие ребята, они получают 6 тысяч в месяц льготу. Так. Те, кто работает, ну как, обслуживает армию, ну, если бесплатная установка телефона, очередь там в садоводское общество, это уже, знаете, такие просто стыдно говорить. Так. Вот такая... Нет, вы их не знаете. Вы сколько у вас... Вы какие виды льгот сейчас получаете? Ничего я не получаю. Вот иногда очередь... Хорошо, выплаты. Какую вы получаете? Никаких выплат. Никаких выплат. Да. Даже вот есть местные льготы правительства. Правительство есть местные льготы ко дню афганцев 1000 сомов. А участники Великой к 9 мая получают там по 10 и по 100 тысяч даже получают. А мы-то 1000, может, 1500. И то лишили этого. Вот закона нет, и мы вас знать не знаем. И потом... Вы сказали, что вы занимаетесь общественной деятельностью. Кроме пенсии у вас какие-то другие виды доходов есть? Вы официально работаете где-то? Нет. И не было. И не было. Ясно. У меня еще один вопрос. Вот вы говорите, что советники были по линии КГБ, советники были военные, ну и, разумеется, они все по территориальным, как бы по территориям были распределены, да? И вот каковы их были, как бы, взаимодействия, скажем, такая, соподчиненность, какая там устанавливалась между этими структурами? Значит, мы же делали общее дело. Вот в Парване я был, общее дело. У меня был полковник КГБ, полковник милиции, полковник милиции. И это все советники, правильно? Советники. Да? Вот он, когда я кончил в Беларуси, ездил, он замминистра МВД республики стал. Полковник КГБ, я не помню, где-то он, как говорится, из поля зрения попал. Другие полковники тоже, милиции, КГБ, обороны, ну и так далее. Так, все повышения получили. Нет, работая в Афганистане, как структура ваших отношений там я как партийный бой, они меня уважали, мы собирались, корректировали. Вот насчет кто управлял конкретно? Кишлаков. Да, я координировал работу. Кто координатором? Я был координатором. Ну все, вот я вот этого хотел вас понять, о чем. Просто уважали друг друга и получали, как говорится, все вместе делали. Присаживайтесь. Спасибо. К вам нет больше вопросов. Слово для выступления предоставляется Ахматовой Гульзине Мелсовне. Прошу вас пройти к трибуне. Уважаемая судебная коллегия Конституционного суда Кыргызской Республики, по существу
Михайлов Олег Павлович сам изложил, пояснение дал. Я полностью поддерживаю наше ходатайство и просим удовлетворить наше ходатайство. И хочу обратить внимание на возражение к закону Кыргызской Республики, где противоречит по всем льготам Михайлову Олегу Павловичу. И здесь тоже указывается, что я не хочу повторяться. Здесь, согласно заключению Министерства финансов Кыргызской Республики, количество партийных советников, которые в соответствии с решениями ЦК КПСС направлялись в бывшую Демократическую Республику Афганистан, по неофициальным данным составляет 105 человек. Я прошу обратить на это внимание. И ежемесячные компенсации взамен льгот составляет 7000 сомов. Ну и дальше по части Министерства финансов Кыргызской Республики все убытки пишутся. И в рамках нашего ходатайства прошу признать неконституционным и противоречащим пункт 1 статьи 23, части 4, статьи 11, часть 1, статьи 24 Конституции Кыргызской Республики, пункт 1 статьи 17 Закон Кыргызской Республики о ветеранах войны, вооруженных сил и тружениках тыла, ведомости ЖККР от 1996 года. Прошу признать неконституционным и противоречащим. У вас все? У меня все. Саламат Хаштабекович, у вас есть вопросы к представителю? Вопросов нет. Уважаемые коллеги, нет вопросов.